Вопрос запрета использования мобильных телефонов учащимися обсуждался еще в конце прошлого учебного года Управлением образования столицы. И вот с начала этого года во всех столичных школах Абхазии запрещено пользоваться мобильниками на уроках. Это касается и различных гаджетов. Запрет только начинает вступать в силу в общеобразовательных учреждениях Сухума. Конечно, по-разному дети реагируют. Некоторые, с непониманием относятся к этому, некоторые как без проблем. Да и родители тоже не все воспринимают этот вопрос адекватно. По мнению психолога Анжелы Ладаря, в смартфонах есть и плюсы, и минусы, но при этом не стоит злоупотреблять интернетом, так как это пагубно влияет на психическое состояние ребенка, на мышление, развитие и, конечно же, концентрацию внимания не только на уроках, но и в целом. Если педагог использует информацию с интернета и какой-то, допустим, проводит задание, где нужно действительно интерактивно работать, тогда, конечно, лучше пользоваться не телефонами, а гаджетами, такими как планшет или компьютер. Почему? Понятно, потому что у телефона маленький экран, и это напряжение для зрения. А в остальных случаях, мое личное мнение, что нет необходимости пользоваться ребенком во время урока телефоном. Почему? Понятно, что он отвлекается. Во-первых, внимание рассеивается, ребенок выпадает из учебного процесса. А его основная задача, придя в школу, это учиться. Кстати, очень часто, как к психологам, обращаются с запросом, как спасти ребенка от телефона. То есть они зависают, у них появляется уже зависимость от телефона. Такую фразу сказал один малыш: «Я быстренько сейчас пойду в школу, я сейчас отучусь, приду быстро, сделаю уроки и сяду в телефон». Вы знаете, какое было удовольствие в фразе «сяду», зависну в телефоне. То есть вот это было удовольствие. Он все делал ради того, чтобы быстрее проучиться, и чтобы сесть в телефон, и там получать удовольствие. И это, конечно, ужасно, потому что дети перестали общаться. В конце прошлого учебного года педагогическое сообщество столицы сделало определенные выводы об успеваемости учащихся. На основании проведенного мониторинга пришли к заключению, что перерыв в образовательном процессе из-за пандемии коронавируса отразился на знаниях детей, их памяти, мышлении, концентрации, внимания. Мы на начало учебного года на Совете управления образованием было принято решение. Я думаю, что родители тоже нас поддерживают. Это в помощь нашим детям для того, чтобы выйти из этой ситуации. Ситуация такова, что развитие, память, мышление, техника чтения, все, что у нас отстает, я думаю, что мы должны наращивать в течение этого учебного года. То есть у нас должны быть обычные телефоны, не гаджеты, которые не подключены к интернету, потому что ребенок отвлекается однозначно на уроки. Если даже он отключает, он периодически думает о том, как вытащить телефон, решить какую-то самостоятельную работу или контрольную работу на уроке, все время в поисках своего большого телефона. Главное, что наши дети стали между собой заниматься какими-то определенными играми, виртуальные игры. Дети все заинтересованы в этих играх и все время в интернете. У нас очень много пробелов, которые мы получили в период пандемии. Я думаю, что мы это все должны наращивать. Наша съемочная группа посетила и вторую Сухумскую школу, где также решается вопрос с запретом мобильных телефонов во время уроков. Подобное правило в образовательных учреждениях введено для того, чтобы смартфоны не отвлекали детей от занятий, объяснила директор школы Ирина Павирскер, подчеркнув, что с родителями учащиеся могут связаться во время перемены. Мы не запрещаем пользоваться кнопочными телефонами и часами, которые не поддерживают интернет. Но пользоваться смартфонами, по крайней мере, в уставе школы у нас есть то, что средствами связи во время уроков, поддерживающие интернет, мы запрещаем пользоваться. Необходимо отметить, что ранее среди учащихся и педагогов был проведен опрос, результат которого оказался неожиданным. Я, в принципе, не пользуюсь в школе телефоном, из-за этого мне не важно. А на перемене? Нет, я выхожу на улицу, играюсь. У меня телефон лежит в сумке, но я его не использую максимум, если кто-нибудь позвонит. Я готова с кнопочным ходить.
А вот что тебе дает вот этот смартфон? Я звоню родителям, чтобы они меня забрали. Ну, мне кажется, с одной стороны, это правильно, потому что дети не будут, так сказать, концентрироваться именно на телефонах и на какой-то технике, и большую часть времени будут, так сказать, уделять школе и урокам и работе. Я думаю, что телефон можно заменить, например, пойти на спорт, и то есть ты больше времени будешь уделять спорту и учебе. Также телефон отвлекает очень дома, например, ты делаешь перерыв между уроками полчаса, и у тебя есть свободное время, ты хочешь посидеть в телефоне, и ты не заметишь, как ты пройдет час, и там 2, и уже завтра тебе в школу, и ты не сделал ничего, не подготовился, приходишь на урок и плохую оценку получаешь. Из-за телефона у меня плохое зрение, -3, поэтому мне родители не разрешают телефон, но я и сам не хочу, чтобы потерять свои глаза. Еще мой телефон отвлекает меня от уроков, поэтому мне родители обещали свой кнопочный телефон, и я на это согласен. Еще один нюанс. Сейчас практически любую информацию можно найти в интернете за считанные секунды. Вследствие этого обесценивается информация, и мозг быстрее ее забывает. Уже сегодня родители учеников готовы оказать помощь педагогам в запрете с гаджетами. Я хочу внести предложение. При входе в школу, вернее в класс, пусть это будет там в форме корзины, чтобы дети складывали свои гаджеты и, соответственно, уроки проходили уже без гаджетов. Мы лично оставляем дома телефон, потому что, я знаю, что ребенок будет пользоваться, или раз там снимают иногда в школе что-то, фотографируют, лишний раз можно, у нас есть возможность оставить дома, у кого-то нет, потому что далеко, может, живут. Поэтому купить, я думаю, это самая альтернатива, чтобы у всех было. А для спорта, рисования, или это можно пользоваться смартфоном. Нужно будет обслуживать, либо каждый раз снимать и одевать. Так можно же кнопочно везде пользоваться. Это только плюс, дети не будут отвлекаться на игры телефонные. Конечно, в вопросе запрета использования современных технологий необходимо найти золотую середину, несмотря на то, что многие педагоги категорически высказываются насчет использования различных электронных устройств, нужно идти в ногу со временем и открывать для детей новые возможности в плане обучения. Адиса Сагария, Тимур Гугухи, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.